Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях художественный руководитель ансамбля солистов «Русская рапсодия» Евгений Волчков. Евгений, здравствуйте! Ваш коллектив называется ансамбль солистов «Русская рапсодия». Расскажите, пожалуйста, о составе коллектива и почему все-таки называется именно ансамбль солистов? В нем присутствуют русские народные инструменты, а также инструменты академического жанра, гобой, фортепиано. Дело в том, что действительно мы изначально позиционировали себя как солисты, потому что все мы, кто собрались, это, в общем-то, такие ребята из лучших оркестров России, кто работал когда-то или работают до сих пор. И у нас, например, если каждого рассматривать, это большая передача получится, например, у нас девушка играет на домре, на второй, она же еще и пианистка, преподает в Академии Гнесиных по не общему фортепиано, а по специальному фортепиано, хотя играет на домре в ансамбле. То есть два образования музыкальных. Павел Лукаянов прекрасные аранжировки делает, помимо того, что играет на гуслях. Алексей Воробьев, он тоже пианист, но он играет и на контрабасе, еще и композитором является. Александр Белогоров вообще очень такой известный настройщик роялей, дополнительно, потому что он еще и баянист, он еще и настройщик роялей. Так что у нас все, я немножко дирижирую, немножко выступаю в качестве солиста и также художественного руководителя ансамбля «Русская рапсодия». Традиционно 4 раза в сезон по воскресеньям вы приезжаете к нам с утренней и с вечерней концертной программой, то есть утреннее это для детей мероприятие, вечером это литературные вечера уже для более взрослых детей и взрослых. Ну да, детям школьного возраста тоже полезно было. Да, сегодня будет Шинель, это как раз таки школьная программа, да, абсолютно. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет этот абонемент, детский именно абонемент, и что туда входит? Детский абонемент музыкально-литературных композиций с эбру и песочной анимацией — это синтез искусств, в общем-то, который мы выбрали как оптимальный вариант тому, что дети порой бывает что-то недопонимают в слове, да, видят это визуально, и образ складывается намного ярче и интереснее. То есть в отношении музыки музыка всегда помогала образу, и литературному слову она дополняет эмоционально это слово. То есть, в принципе, это еще из Древней Греции, да? То есть музыка, театр, живопись, все эти виды искусств, да, они объединились в одном, и действительно мы нашли эту нишу, да, русских народных инструментов, которые, кстати, сами по себе очень доступны для детей. Русские народные инструменты, все наши эти песни, не случайно часто зритель становится, так сказать, концертмейстером нашего ансамбля и хлопает вместе с нами, и руки сами в пляс, как говорится, да, жалко, что еще танцевать не разрешают в зале, а так бы еще и станцевали. Поэтому, конечно же, эти спектакли, они яркие, динамичные, и самые маленькие, и более старшие детишки выбирают каждый для себя в том или ином степени, что интересно более. Кто-то бежит потом к этому столу рисовать. Так вот. То есть я поясню для наших зрителей, получается, на сцену выходит мастер художественного слова, да. Она рассказывает сказку детскую, да, и в этот момент ансамбль и художник там и музыка, и помогает визуальному и звуковому ряду. И то есть больше воспринимается сам сюжет. Скажите, как происходит подбор художественного и визуального и музыкального ряда? Художник, она отсматривает наши музыкальные номера, которые мы выбираем непосредственно той или иной сказки. Если это русская народная сказка, то обработки русских народных песен очень много встречаются. Также авторская музыка Ольги Егоровой, которая, собственно говоря, ведет эти детские программы. Она очень интересная, колоритная, и Ольга сама порой пишет такие интересные музыкальные номера, которые как раз вставляют и являются такой уникальностью нашего коллектива. То есть специально к той или иной сказке подбирается музыкальный материал, именно композитор сочиняет. А что же происходит с музыкально-литературными вечерами? То есть там по такому же принципу идет подбор? В принципе, да, но здесь очень важно сакцентировать момент на том, что Даниил является режиссером этого концерта, как основной, то есть это не просто музыка и слово, да, мы немножко выходим за рамки этого жанра, но наши репетиции, они, в общем-то, делают этот спектакль настолько виртуозным в отношении того, что это как, понимаете, Даниил, он как солист, но он как солист-инструменталист. У него его голос, его слова, его литературный, так сказать, жанр проходит сквозь нашу музыку, знаете, воедино. То есть парили, поэтому здесь очень ювелирная, я бы сказал, работа. И, в общем-то, не удается пока нам если так навскидку говорить, ни с кем
как с Даниилом, вот, делать именно в таком ключе вот такие работы. Поэтому в этом году у нас... Да, поэтому в этом году у вас 4 Даниила, да, и это действительно здорово. Для нас вообще эта работа, она, ну, в общем-то, является таким, ну, в общем-то, высокой вершиной нашей работы в этом жанре именно. Поэтому Даниил для нас открытие, я надеюсь, что мы продолжим в этом же духе работать. Скажите, пожалуйста, как происходит репетиционный процесс? Я знаю, что как бы у всех свой график, собраться совершенно невозможно. Репетиционный процесс очень интересно происходит. Иногда это бывают встречи в кафе. Мы очень часто сидим у Даниила рядом с домом и воспроизводим ту или иную музыкальную канву там голосом, где-то на домричке подыгрывая в какой-нибудь там шоколаднице, там еще где-то. Но, в общем-то, Даниила действительно очень такой график. Но слава богу, что мы работаем, и он, в общем-то, от нас рядом живет. Это центр Москвы, рядом с Московской филармонией, поэтому, слава богу, здесь мы в основном ночные и вечерние, так сказать, ночные и вечерние часы репетируем, и достаточно много каждой программы. Дорогие друзья, дорогие администраторы, дорогие директора, солисты, участники филармонии, мы сердечно поздравляем вас с юбилеем, вот, потому что в этом году нам действительно очень волнительно выступать, действительно, потому что у вас круглая дата, и мы очень рады, что в этой филармонии мы всегда находим большой отклик у зрителя, это немаловажно, то есть мы имеем такую вот как бы энергетику, которая всегда нас сюда манит, ведет, и мы очень любим то, что ваша публика, она вот по-особому нас встречает постоянно. И вот эти два концерта для нас на самом деле в день проходят как такой вот, не знаю, легкий, яркий миг. Вот на одном дыхании. До новых встреч.